вас есть достаточно большой кинематографический опыт. Вы снимались в фильмах. Ам, Как этот опыт помогает или мешает в театральной работе? Вы знаете, это две разных жизни. В кино я работала в детстве очень много, как раз у вас снималась под Казанью. Был такой фильм «Ришат Нугзифы». Я играла татарскую девочку, мы там на лошадях скакали, но это была совсем маленькая. Вот. Потом, когда я была актрисой, я по первому образованию актриса музыкального театра, я снималась, но очень немного. Я больше играла на сцене в театре «Кабаре «Летучая мышь» Григория Гуревича. Потом это был очень хороший театр. Это был совершенно гениальный режиссер, который писал. Ну, вы его, наверное, знаете, была такая передача «Старая квартира». Он вел и «Времечко», или «Сегодняшко», я уже сейчас не помню. Но это был выдающийся совершенно человек, но он, к сожалению, в 40 лет он заболел серьезно и умер, и театр распался. Ну и после этого я подумала, что уже как бы без Григория Ефимовича я не хочу быть актрисой. И поступила на режиссерский к Леониду Ефимовичу Хейфицу и стала ставить сама. Так что это разные совершенно жизни. То есть это практически не оказывает никакого влияния на театральные постановки ваши? Нет, ну театрально вообще не оказывает. Это, может быть, если бы я сейчас играла на сцене, я бы, наверное, была лучше актрисой, мне кажется. Потому что вот режиссерское образование, так как Леонид Ефимович, он очень актерский такой режиссер и педагог, и он очень много мне дал не только как режиссера, но как и, вот я думаю, ох, жалко, если бы я у Леонида Ефимовича раньше бы училась, я бы, Григорий Ефимович бы со мной там не мучился, я бы понимала все быстрее. Вот только такой опыт. Вот. Я знаю, что вы работали, ну, в таком этническом театре «Шалом», если так это можно назвать. А теперь работаете в татарском театре Кариева. Есть ли какие-нибудь что-то общее в этих работах, работа в «Шаломе» и здесь? Какие-то различия? Ну, вы знаете, я в Шалом попала совершенно случайно после вот Гнесинского, я закончила, мое первое образование, это Гнесинская академия, факультет актер музыкального театра. И это было советское время, за границу никто не ездил, Шалом ездил очень хорошо за границу, мне очень хотелось ездить за границу. Вот. Но там был замечательный спектакль «Поезд за счастьем», это написал Хай, такой был драматург, который вот, ну, мультфильмы, «Ну погоди», он написал спектакль. И я там играла. Поэтому играла, как мне кажется, отвратительно. Вот, потому что я только еще закончила и ничего не умела. Есть ли связь? Да, мы играли, кстати, на языке, мы играли на идиш. Но я даже не удосуживалась переводить на русский. Я как обезьянка это учила. Вот, я думаю, ну да, связь, что я не понимаю татарский, и также я не понимала идиш, что я играю. Какая-то связь. Вот. Но ребята, которые играют, это их родной язык. Поэтому, а там у актеров это был не родной язык. Нам приглашали каких-то педагогов, это все было так, в общем, нет. Думаю, что связи нет. Нет. Не вижу связи. Как сложно работать с актерами, которые играют спектакль на другом языке? Как вы общаетесь, как вы понимаете, что именно нужно ту интонацию произнести? Потому что русский язык, он флективный язык, а татарский агглюнативный. И там построение фраз, и от этого смысл всей фразы, он становится немножко другим. Ну, когда мы начали, да, ну, я была в шоке, честно вам скажу, потому что у меня как бы одно предложение, а в татарском это 4 предложения. Я говорю, ты уже закончил? Говорит, нет, я еще не сказала, я еще на второй букве. Вот, поэтому мне было, конечно, очень тяжело, но театр – это действие, и театр – это что случилось. И когда актер действует, да, и мы понимаем, что случилось, это язык уже не важен. Не зря сейчас театр становится все меньше и меньше вербальным. Он весь сейчас становится невербальный. Да? Мы вообще сейчас отказываемся от лишних слов, потому что слова, они часто мешают. Вот. Поэтому, когда ребята как бы зажили, вот я сейчас смотрела «Прогон», и я все понимала. Я все понимала. Я даже в какой-то момент забыла, что они на татарском играют. Просто татарский театр, он практически весь состоит из нарратива. И в чем-то, наверное, эпический театр. Почувствовали ли вы в актерах некую такую школу эпичности? И как с этим, и поняли ли вы, как с этим нужно работать?
дабы получить тот результат, который вам нужен? Ну, смотрите, у меня же это и молодежная история, и у меня в основном молодые ребята, современные молодые ребята. И они, в принципе, очень быстро включились, и они общаются так, как, ну, меня всегда ругают за эти слова, ну, как в европейском театре, да? И два взрослых актера, да, вот Халида ваша, мы ее поздравляем, народная артистка теперь, вот, и еще взрослый актер Ильнар. И в них я сразу поняла, что они эпос играют, сразу поняла. Но даже у нас было, в принципе, для меня было 4 репетиции. За 4 репетиции они сделали огромный скачок к современному театру. Огромный. То есть, если бы это был нормальный процесс, да, ну сколько стоит спектакль? Месяц, там полтора, я думаю, у них проблем не было. Так, теперь вот о чем. Они существуют в этом театре, они, надеюсь, и дальше также успешно будут продолжать работать в этом театре. Но вы им приоткрыли такую дверь в другой мир, то, что можно существовать по-другому. А теперь, когда вы едете, эта дверь закроется. Вот нет ли у вас чувства ответственности, ну, может быть, не совсем... Ну, честно сказать, вы знаете, я так по жизни очень... позитивно. Я вообще на жизнь смотрю позитивно. Мне это ужасно помогает. Поэтому где-то в душе я очень надеюсь, что я еще не совсем закрываю двери, я только говорю пока, и мы еще встретимся. Вот. Но я вам скажу так, даже если я им скажу до свидания, если так получится, грустно, да, и как бы эскиз там не понравится, посчитают, что это не нужно. Что значит не понравится? Просто посчитают, что этот материал не нужен этому театру. И это право театра. Да, там, и зрители, что они не хотят в этом театре видеть такое, они хотят дальше эпоса. Я уверена, завтра или послезавтра и ваш театр придет к эпосу, то есть придет к современному театру. Эпос же, он не впадает в современной драматургии высокой, она же тоже может быть высокая, там тоже эпос заложен. Вы понимаете? Но просто другой способ существования в этом, и вы все равно к нему придете. Вот я уверена. И они уже, что-то у них чикнет, и они вспомнят, ух ты, точно, мы же делали современно, и можно там, да, можно не педалировать, можно не делать такой большой посыл, да, поэтому я думаю, что не зря, это как тренинг, тогда это будет как тренинг, понимаете, ничего не проходит зря. Я спокойна за ваших актеров. Замечательно. Как вы думаете, что нужно сделать, ну или вообще предпринять какие-либо действия, чтобы современный татарский театр стал вдруг актуальным и интересен современной татарской молодежи и не только татарской, а вот всей широкой аудитории, что у нас есть в стране? Да, вот знаете, я думаю, ненавижу слово на самом деле, все время говорю, бейте меня по голове. Вот, я думаю, что вообще ТЮЗ – это очень большая ответственность. И неважно, татарский, московский. Вот меня, честно, выбешивает, когда ТЮЗы не занимаются подростками. Подростки – это те, кто завтра придут взрослыми зрителями. Понимаете? Поэтому нужна литература или там, я не знаю, пьесы, они должны себя узнавать. Если мы себя узнаем на сцене, нам это становится интересно. Так и подростки. Не надо с ними заигрывать. Но надо рассказывать именно те истории, которые им интересны. И рассказывать их языком. И неважно, какой это язык, татарский, русский, это все одно и то же. Просто с ними надо честно и брать. Ведь жизнь, она сейчас ужасно интересная, ужасно непростая. И то же самое должно быть на сцене. Потому что когда начинаются поддавки, они говорят, ну зачем, друзья мои? Ну зачем? Они же все немножко саркастически настроены, понимаете? Поэтому просто надо честно и на все темы. Вот просто на все. Вот у меня сейчас спектакль в Москве идет, называется «Дети ворона». Это по такой по повести, которая, она везде какие-то призы получила. Это 1937 год, это репрессии глазами детей. И нам тоже очень многие говорили, что, ну что, друзья мои, какие дети, какой вы будете ставить там вообще маркировка. Ну, мы поставили 12+. А к нам приходят семилетки и смотрят, да, они, может, ну, там есть фантасмагория, все понятно, да, может быть, они не все понимают, но, может быть, будет легче разговор в семье, они приходят с папой и мамой, а потом садятся в машину и едут, и, может быть, родители смогут им что-то объяснить.
Именно свое видение. Мы вообще там как бы, как сказать, у нас открытый финал, мы никого не осуждаем. Мы просто рассказываем правду. А уже выводы они сделают в семье. И это объединяет. Разговор должен быть. Знаете, а разговор может быть только на равных. Правильно? Вот. Мне так кажется. Замечательно. Так, такой вопрос. Будучи человеком со стороны, таким непредвзятым, чистым в чем-то взглядом, что вы можете сказать о современном состоянии татарского театра? С вашей точки зрения именно. Что вы видите в нем? Ну, понимаете, я же не видела ваших спектаклей. Я видела ваших людей, так, да, то есть актеры, цеха, администрацию. И я вам хочу сказать, что я уверена, что вы можете работать на самом высоком уровне, потому что люди горят. Вот если у них глаз горит, вот у меня помощник режиссера, она как мне написала так смешно, говорит, я Эльвира, я буду вас курировать. Такое смешное слово, я думаю, помощник режиссера курировать, думаю. Трудности перевода, она меня курирует. Каждый мой шаг, понимаете? Я говорю, Эльвира, у нее там мама болеет, то все. Она со мной, она говорит, я сейчас все равно вернусь. Я говорю, зачем тебе это нужно? Она говорит, а я живу театром. Вот у вас люди, у меня сейчас мы ставили там свет, ну что-то я же не, да, ставлю, то все хорошо, там работает ваш художник по свету. Смотрю, он говорит, можно еще 5 минут? Идет, то есть он сам начинает создавать. А зачем вот в принципе ему это нужно? Ну, режиссер сказал, включи этот фонарь, это, да, но я не сказал нет, и уже, слава богу. Так часто бывает. У вас такого нет. Как потрясающе работают ваши монтировщики. Я их замучила, это принеси, это унеси. Давно бы мне уже другой завпост сказал, Кать, отдохните ваши 30 минут и так, да, ни разу у меня не было ни в чем отказа. Конечно, если люди искренне так работают, я уверена, вы можете достигнуть самых больших высот. И директор у вас хочет. Бывают директора ничего не хотят, хотят денег. А у вас директор хочет творчества. Это очень большое дело, понимаете? Поэтому я вам желаю, я верю. Так. Вопросы по поводу табу. Вот есть законодательное табу, и есть какое-то внутреннее. Можете рассказать ваше отношение к этим табу и что для вас лично табу? Темы, которые в театре. Темы, слова, да все что угодно. Угу. Я поняла, ну вот это мат, да, тоже. Ну вот, я вам скажу так. Есть такая потрясающая история, книга. Ол Дюмюрай, это мой автор, который написал «Умника». А у него перед этим была книга, называется «О бой». Это история гениального мальчика, у которого умирает один гениальный мальчик, вот там брат, сестра, у них умирает мама, и их усыновляет, никого у них не остается, их дядя или племянник, и он гей. Понимаете, да? Это гениальная книга. Я мечтала бы ее поставить, но я ее не могу поставить. Как я к табу могу относиться? Плохо. С другой стороны, понимаете, вот есть здесь тонкая грань. Когда это искусство, можно многое. Когда искусства нет, а есть позерство, есть, хочу шокировать, как матерные слова. Вот хочу так сказать, что все сказали, ох, какой он смелый. Это отвратительно. Это рвотный рефлекс вызывает. Понимаете? Поэтому вот если ты чувствуешь вот эту грань, да, если режиссерка. Я вообще ужасно, знаете, я зачем в театр хожу? Я в театр хожу учиться смелости. Вот у меня есть режиссер, к которому я прям прихожу на урок смелости. Вот есть очень смелые режиссеры. Это же не обязательно ругаться матом или брать про геев, да? Просто вот надо быть точным и честным. И вообще, я теперь поняла, вот после «Детей Ворона», что надо делать только те темы, которые тебя трогают. Есть большие темы. Если ты взял большую тему, там большая тема. Вот в этой обой. И не важно, там гей, не гей, понимаете? Вот эта тема толерантности, вот эта тема, мне кажется, вот это так важно подросткам, вот это важно. Я бы хотела им рассказать, что не надо клеймо ставить. Ты можешь это, как это сказать, ты можешь это не приветствовать, да? Но ты можешь относиться с пониманием к людям другой национальности, к людям там с какими-то проблемами менталитета, больным людям, да? И вы понимаете, вот тогда нам будет лучше жить, потому что нет национальности, есть хорошие, плохие люди.
вопрос, а почему именно эта история была вами выбрана в Национальном театре? Не смотрели нашу местную драматургию, знакомились или... Я посмотрела, кстати, замечательно, сейчас не скажу фамилию, замечательный автор. Она русскоязычная, но как бы она татарка, и совершенно замечательная история там была. И я решала между двумя. Но я почему-то подумала, что вот эта история, она вот, знаете, мне хотелось взять, ну вот что я буду делать о том, чего я не знаю? Вот в принципе. Я хотела взять общечеловеческую историю, без национальности. Вот у нас же есть такие истории. Ну да, конечно. Правда? Вот эта история, вот они играют, это, в принципе, происходит во Франции. Ну, извините меня, это может происходить и в Казани. Вот они, да, их зовут там Барнабе, но его также Динар могут звать. Просто это, глупо их переименовывать. Я не вижу разницы. Это смелый брат, взявший на себя ответственность за больного брата, не бросивший его. У вас не может быть? Может. Правильно? И также и татарский автор мог. Общечеловеческая история, понятная. Поэтому я ее взяла. Но я давно еще мечтала и почему-то подумала, что вот это то, что надо. Вам не было сложно с актерами? Ведь все равно в любой культуре существует определенный тип нюансов реакции на те или иные вещи, на те или иные слова. Насколько их реакции соответствовали вашим представлениям о том, как это должно быть? Некому идеалу, который есть у каждого творца в голове. Ну, во-первых, я когда пришла, во-первых, у меня случилась страшная вещь. Потому что мне сказали, значит, там написал НИЯС, да, значит, лаборатория в татарском Казанском ТЮЗе. Но для меня татарский Казанский ТЮЗ это все равно, что и казанский. Я забила Казанский ТЮЗ, посмотрела актеров. Очень удивилась, показала еще мужу, говорю, как интересно, смотри, говорю, Казанский ТЮЗ, играющий то есть лаборатория будет на языке, я не вижу ни одну татарскую фамилию, ни одного татарского лица, и у них спектакль на русском. Он говорит, да, странная история. Прихожу, значит, трупы сидит. Думаю, ну надо же, как это может быть, что на сайте совершенно другие лица, ну хоть одно я могу найти, а мне же обязательно нужен был герой. То есть пока я не посмотрела, я там нашла героя, и если бы я там не нашла, я бы не брала эту вещь, потому что здесь, если нету главного героя, у меня нету произведения, да? И я прихожу, смотрю на этих мальчишек, и понимаешь, и вдруг я вижу Делюса. Я думаю, Господи, аллилуйя! Вот. И, значит, реакция, есть вот, здесь была такая история. Они же все очень молодые, вот у меня все молодежь. Такая вот прямо, не испорченная театром. Хорошо общающиеся, но поэтому, в принципе, мне было легко. Они, конечно, немножко там стеснялись, вот эти там поцелуи, то все, но за 4 дня это был такой скачок. Сегодня прямо подходили люди, говорили, вау, они там такое, вот, понимаете, поэтому, да нет, я думаю, что на самом деле и у нас могли бы стесняться. И у нас могли бы стесняться, там режиссеры иногда требуют такое, что нет. Ребята очень молодые, очень хорошие, и какие-то они очень живые, вы знаете, вот, то есть у вас хороший институт, наверное, да? Вот этот Казанский театральный. У нас 2 вуза, которые готовят актеров. Это Казанское театральное училище и Институт культуры, там актерский факультет есть. Ну вот я посмотрела, вот вы однокурсники, там вот ребята, прям они сильные. У них открытый темперамент, они очень совершенно так существуют, могли бы и док играть, могли бы вот играть, как сейчас, вербатим, как сейчас модно это. Очень хорошие ребята. Я прям очень довольна, честно. И они еще очень хотят. Вот, Господи, да все бы послали уже 2 режиссера с 10 до 10. И эти же, так, у меня Делюс сидит такой в испарине, я понимаю, что или сейчас я просто потеряю актера, или я его отпущу. Но он ничего мне не говорит. Вот, понимаете? То есть это страшное уважение вызывает. Правда, страшное уважение. У меня самые добрые чувства. Угу. Я не знаю, как пройдет. Может, пройдет, и я их потом убью. И вы лишитесь самых лучших своих актеров. Вот. Но вот процесс был хороший. Я процессом довольна. Прямо очень. Угу. Спасибо. Спасибо вам огромное. И успехов театру, чтобы все было.